Надо представить, что там никого нету, да, просто. Танış, марафон. Что, даже людей не ждать, типа? Здравствуйте, уважаемые зрители канала Саулк Лайф. Меня зовут Байгожа Аблайхан, я врач-уролог-андролог. Сегодня мы с вами будем говорить о мужской репродуктивной системе, о том, из чего она устроена, как это все взаимосвязано, разберем базовые аспекты анатомии, физиологии и постараемся сделать это все понятно для человека, не связанного с медициной. Что же такое мужская половая система? Мужская половая система – это комплекс взаимосвязанных органов, выполняющих репродуктивную функцию, обеспечивающих возможность размножения. С точки зрения физиологии это всего лишь три функции. Это выработка мужских половых гормонов, образование и созревание сперматозоидов, а также доставка семенной жидкости до органа адресата. К мужским половым органам относятся половой член или пенис, яички, семенники или тестикулы по-другому называются, их придатки, семявыносящие протоки, семенные пузырьки, предстательная железа или более известная как простата, а также бульбоуретральные железы. То есть, как вы видите, мужских половых органов больше, чем два, и существует их очень много разных классификаций по виду, по происхождению, по функции и так далее. Но нам с вами достаточно знать того, что они существуют наружные и внутренние. Наружные половые органы. Половой член или пенис – орган, предназначенный для выведения мочи, а также для выведения сперматозоидов в составе семенной жидкости. Состоит из трех частей: из корня, из тела и из головки, которая прикрыта такой складкой кожи, которая называется крайняя плоть. Крайняя плоть богата железами и выделяет секрет, который может скапливаться под этой самой крайней плотью. Это нужно знать мамам молодых мальчиков, которые могут этот налет обнаружить. На самом деле это ничего страшного в этом нету, это не какое-то заболевание, не патология, это просто секрет этих самых желез, которые нужно периодически очищать, убирать. Обрезание или по-медицински циркумцизия – это полноценное оперативное вмешательство, целью которого является иссечение этой самой крайней плоти. Оно выполняется как по религиозным, так и по медицинским показаниям. Если с религиозными показаниями все понятно, то к медицинским можно отнести частые рецидивирующие инфекции полового члена, фимоз или парафимоз. Это
такие состояния, когда эластичность крайней плоти снижается, и она начинает сдавливать головку полового члена, тем самым нарушая ее кровообращение. Вот. Преимущество обрезания. После обрезания снижается риск инфицирования инфекциями, передающимися половым путем, ВИЧ, вирусом папилломы человека и так далее. На 50% снижается риск заразить своего постоянного полового партнера вирусом папилломы человека, который у женщины в своем исходе может привести к развитию рака шейки матки. Также почти на 70% снижается риск развития полового члена у мужчины. Помимо этого, после устранения крайней плоти головка становится менее чувствительной, что позволяет пролонгировать половой акт, и это обрезание, получается, является одним из методов лечения такого заболевания, как преждевременная эякуляция. Хочу обратить ваше внимание на то, что обрезание, циркумцизия – это полноценное оперативное вмешательство, которое должно проводиться в соответствующих стерильных условиях специалистом, который имеет на это полное юридическое право. Потому что при обрезании можно столкнуться с некоторыми аномалиями развития или, например, с такими состояниями, как скрытый половой член. И тогда одного обрезания недостаточно, необходимо расширить будет оперативное пособие до пластики полового члена. Поэтому прежде чем прийти к этой процедуре, необходимо получить консультацию уролога. Внутри половой член состоит из 3 частей, их называют телами. 2 пещеристых и 1 губчатое тело. Чтобы вы примерно понимали, эти тела на разрезе похожи на пористый шоколад. Именно они во время эрекции, то есть при поступлении возбуждающего сигнала, заполняются кровью, за счет чего обеспечивается увеличение полового члена. Половой член по своей форме, размеру и углу искривления он очень индивидуален. Если, то есть, вы наблюдаете какие-то, как сказать, ненормальные для вас изменения полового члена, но при этом у вас безболезненная эрекция, и вы способны совершить половой акт, то значит в этом нет ничего страшного. Это вариант нормы. Немножко про эрекцию. Эрекция – это такой процесс, когда вот эти самые кавернозные тела, про которые я говорил, заполняются кровью. То есть основной механизм эрекции – это сосудистый. То есть после поступления возбуждающего сигнала артериальный приток, то есть кровь по артериям к половому члену приходит и закрывается венозный клапан, который не дает этой крови уйти. Вот. Это нужно знать для того, чтобы понимать вообще механизм эрекции, что не стоит заниматься самолечением, если у вас есть какие-то проблемы с эректильной функцией. И нужно знать для того, чтобы понимать, какое влияние имеют вредные привычки на эректильную функцию. Мошонка. Мошонка – это не совсем орган, это такое кожно-мышечное вместилище, которое разделено вертикальной перегородкой на правую и левую сторону, в каждой из которых находится яичко. Яичко как раз-таки это следующий мужской половой орган. Яичко, не только яичко, яичко и его придаток у каждого. То, что яички находятся в каком-то кожно-мышечном вместилище за пределами туловища, есть обычное, очень простое научное объяснение. Для того, чтобы в яичках образовывались и созревали сперматозоиды, это их основная функция, нужны соответствующие температурные условия. То есть яички должны всегда находиться в температуре на градус ниже, чем температура тела. Тогда сперматозоиды будут созревать полноценно, правильно. И мошонка как раз-таки выполняет эту самую функцию терморегуляции. То есть если окружающая температура слишком низкая и холодная, то мошонка начинает сокращаться и поджимает яички к телу для того, чтобы они могли перенять тепло от человеческого тела. И, соответственно, наоборот, при теплой температуре мошонка немного опускается и отдаляется от тела, предупреждая перегрев этих самых яичек. Ну, яички мошонки находятся не всегда, то есть на этапе формирования плода яички находятся еще в брюшной полости и
ну, примерно брюшной полости и проходит свой определенный путь до опущения в мошонку. Это нужно знать для того, потому что встречаются такие состояния, как неопущение яичка в мошонку. Это называется крипторхизм. Поэтому новорожденного обязательно должен осматривать хирург или уролог. И если яичко не опустилось в мошонку, это чревато всевозможными последствиями, вплоть до онкологии, и это необходимо лечить. То есть варианты лечения разные, это может быть выжидательная тактика, бывает такое, что яичко в течение года-двух самостоятельно продолжит свой путь и опустится в мошонку. Иногда необходима гормональная терапия, а иногда и хирургическое вмешательство в виде фиксации яичка в мошонке. Нахождение яичек в мошонке также представляет удобство для подростков и взрослых мужчин в виде того, что мужчина может заниматься самодиагностикой. То есть если регулярно ощупывать свои яички на предмет каких-то там образований на них, изменения их размера, консистенции и так далее, то можно предупредить различные заболевания, такие как гидроцелий, кисты придатков яичек, а также какие-то онкологические заболевания. Как я уже говорил, яички выполняют функцию образования и созревания сперматозоидов. Сперматозоиды из яичка попадают в придатки. Придатки выполняют функцию депонирования сперматозоидов, то есть их хранения. Там они дозревают, пополняются жидкостью, которая становится основной частью спермы. И дальше сперматозоиды уже в составе этой семенной жидкости выходят в семявыносящие протоки, доходят до семенных пузырьков, где снова пополняется еще одной частью составной жидкости, получает дополнительную энергию для продолжения своего пути, и дальше выходит в мочеиспускательный канал через семявыносящий бугорок. Проходят они через простатический отдел мочеиспускательного канала, то есть отдел, который окружен простатой, предстательной железой. Предстательная железа, опять же, пополняет семенную жидкость дополнительной частью для того, чтобы семенная жидкость могла продолжить свой путь, и дальше уже сперма со сперматозоидами попадает до органа адресата. То есть вот такой очень длительный путь проходит сперматозоиды от яичек до матки, и поэтому для того, чтобы этот путь был пройден успешно, необходимо нормальное функционирование всех органов мужской половой системы. Вот. Очень интересный факт, то, что сперма проходит через мочеиспускательный канал, и это все регулируется мозгом, то есть невозможно, чтобы было одновременное прохождение и спермы, и мочи. То есть когда активируется выход спермы, то тогда закрываются закрываются сфинктеры, которые отвечают за мочеиспускание, и наоборот. То есть поэтому во время эрекции очень трудно помочиться. Поэтому есть такая рекомендация от урологов, что при утренней эрекции необходимо дождаться ее спада и только затем приступать к мочеиспусканию. В принципе, это все, что связано с анатомией и физиологией. Также при обсуждении мужской половой системы всегда говорят о половом созревании мальчиков, или по-другому пубертатный период. В целом, пубертатный период у подростков всегда протекает по одному сценарию, в нем выделяют 5 стадий, и все же в каждом конкретном случае этот сценарий проигрывается по-разному, с разной скоростью, в разные сроки. То есть каждый ребенок индивидуален, и на него влияет уникальный набор каких-то факторов, как внутренних и внешних, генетических и так далее. Возраст начала пубертата тоже индивидуален. То есть у мальчиков в среднем выделяют такой период от 9 до 14 лет. И завершаются эти процессы примерно в 15-17 лет. У кого-то созревание проходит быстро, в течение года, а у кого-то постепенно, и оба варианта нормы. Не надо искать в этом никакую патологию. Очень много факторов влияет на половое созревание. Допустим, научно доказано, что почти 50-80% случаев
начало и скорость полового созревания определяет генетика. То есть как протекал пубертатный период у отца, так и будет примерно, точно так же будет протекать пубертатный период у ребенка. На половое созревание также влияют внешние факторы, то есть это особенности питания ребенка, это психологическая атмосфера в семье, объем жира, воздействие каких-то на эндокринную систему. То есть это мы говорим о каких-то вредных пластиках, бисфенол, гербициды там, и так далее. Поэтому очень важно смотреть на состав химических средств, которые вы применяете при уходе за ребенком, состав игрушек и так далее. Итак, что происходит с организмом во время полового созревания? Британский ученый Джеймс Таннер выделил 5 этапов развития, и это называется шкалой Таннера, или по-другому с рейтингом половой зрелости. На первой стадии, которая называется препубертатом, происходят изменения в организме ребенка до того, как появились какие-то внешние признаки полового созревания. То есть на этом этапе головной мозг только посылает сигнал к органам, к телу, чтобы оно готовилось к предстоящим изменениям. И никаких внешних признаков на этом этапе нету. Вырабатываются половые гормоны, и они начинают влиять на тело, вызывают начальные изменения. Процесс в среднем начинается в 11 лет. Увеличиваются яички, увеличивается мошонка, мошонка приобретает красноватый цвет, появляются первые лобковые волосы у ребенка. На третьей стадии внешние изменения продолжают нарастать. Примерно рост увеличивается на 5-8 сантиметров в год. Начинаются изменения голоса, голос начинает ломаться, он может быть то грубый, то высокий. Начинает увеличиваться мышечная масса, половой член и мошонка продолжают расти, волосы в области половых органов становятся более темными, вьются и начинают переходить уже на лобок. На третьей стадии мальчик может отметить так называемые полюции, то есть самопроизвольные эякуляции по ночам. Поэтому мамы маленьких мальчиков, будьте готовы к этим изменениям. На четвертой стадии признаки полового развития также продолжают нарастать, появляется много новых изменений. В среднем этот этап начинается в 14 лет. Половой член, яички, мошонка продолжают увеличиваться, цвет становится более темным мошонки, волосы начинают расти уже и в подмышечных впадинах, голос на этом этапе уже перестает ломаться и становится окончательно низким. И на этом этапе могут появиться первые акне, то есть высыпание на коже лица. Пятая стадия завершающая, к ее окончанию уже полностью формируются вторичные половые признаки, и рост практически прекращается. У юношей примерно это приходит на возраст 15 лет, половой член, яички и мошонка достигают тех размеров, как и у взрослого мужчины. Волосы уже растут на лобке, покрывают внутреннюю поверхность бедер. У некоторых уже в этом возрасте волосы активно растут на лице, им появляется необходимость бриться. Рост в высоту замедляется, но мышечная масса может продолжать расти. И примерно к 18 годам в большинстве случаев прекращается полностью рост тела. Это и есть шкала Таннера, но следует помнить, что эта шкала носит ориентировочный характер. То есть, как я уже говорил, половое созревание индивидуально у каждого ребенка. Она может проходить в своем темпе, у кого-то быстро, у кого-то медленно, и это не является патологией, это оба варианта нормы. Резюмируя тему полового созревания, можно сказать, что за период пубертата происходит увеличение размеров яичек полового члена, появляются волосы поэтапно, сначала на половых органов, дальше переходит на лобок, на внутреннюю поверхность бедер, подмышечные впадины и потом на лице. Важно отметить, что на одном из этапов полового созревания у ребенка может увеличиться грудь, то есть железы. Это состояние
приходящее. То есть оно со временем, в течение 1 года, может быть 2, самостоятельно уйдет. Это не повод для паники, для оперативного вмешательства и так далее. То есть за этим надо просто следить, чтобы оно самостоятельно прошло. Изменение голоса, изменение мышечной массы, может быть, как я уже говорил, акне, усиливается потливость, появляется характерный запах тела. Мамы подростков могут вспомнить этот момент. Также из-за скачка половых гормонов, то есть из-за высокого уровня тестостерона может появиться какие-то поведенческие изменения. То есть может проявляться это повышенная агрессия с эмоциональными всплесками и так далее. В принципе, это все, что касается полового созревания, мужской половой системы. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Задавайте их в комментариях. В принципе, вопросов нет. Спасибо за внимание. Надеюсь, было для вас полезным.